афганскому урегулированию и нашему... Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов в интервью газете «Известия» заявил, что Таджикистан и Узбекистан не разместят американские военные базы на территории своих стран. Наши контакты с таджикскими и узбекскими партнерами говорят о том, что к ним официального обращения не было, это раз. Во-вторых, они дали понять, что это невозможно. Поэтому нам особо противодействовать этому и не приходится, прокомментировал Кабулов в сообщении The Wall Street Journal о заинтересованности США в размещении войск в этих странах. Кабулов добавил, что Таджикистан входит в ОДКБ, и такие решения должны быть одобрены организацией. У Узбекистана стратегическое партнерство с Россией. К тому же в стране принят закон, который запрещает создание иностранных военных баз на территории страны. Так что нам особо волноваться на этот счет не надо, отметил он. Informed our nation that the United States military had begun strikes on terrorist training camps in Afghanistan. Напомним, согласно решению Джо Байдена, американские войска покинут Афганистан до 11 сентября. В начале мая издание The Wall Street Journal сообщило, что в качестве варианта перемещения военных и техники из Афганистана американские аналитики рассматривают страны Центральной Азии и Ближнего Востока. А ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о создании объединенной системы ПВО России и Таджикистана. По словам Шойгу, данная мера призвана повысить надежность охраны государственной границы в воздушном пространстве. Подготовили проект соглашения о создании объединенной региональной системы ПВО Российской Федерации и Республики Таджикистан. Предлагаю в конце встречи подписать данное соглашение, заявил Шойгу на переговорах с коллегой Шерали Мирзо в Душанбе во вторник, 27 апреля. Обещав им, что угодно можно обещать, потому что все-таки две... Российский военный эксперт Лев Корольков исходит из того, что совместная российско-таджикская система ПВО строится не в расчете на Талибан, как вероятного противника. Он говорит об этой совместной системе как части будущего пояса ПВО во всех центральноазиатских странах, членах ОДКБ, и о том, что ситуация в Афганистане не имеет к этому прямого отношения. Вывод войск НАТО был ожидаем, и для нынешнего российско-таджикского соглашения это только дополнительный повод. А суть в том, чтобы завязать эту систему ПВО в единую скоординированную систему обороны южного фланга России. Талибы, конечно, могут получить авиацию, но дело не в них. Это направление у России фактически не прикрыто, а республики Центральной Азии для России с точки зрения театра военных действий приполье, необходимое для увеличения времени упреждения ракетной атаки, поясняет в своей беседе с журналистом Deutsche Welle эксперт. С удовлетворением отметить, что в течение года государства-члены ОДКБ продолжили взаимодействовать в борьбе с терроризмом и оргпреступностью. Наблюдатели отмечают, что таким образом Россия в очередной раз дала понять, кто на самом деле является хозяином в Центральноазиатском регионе. Следует отметить, что для оправдания российского военного присутствия в регионе Кремль традиционно использует мифическую афганскую угрозу, и вывод НАТО из Афганистана лишь облегчает России реализацию данного плана. С соблюдением согласованных сроков. Это особенно важно, учитывая, что угрозы нашей общей безопасности сохраняются, прежде всего в контексте ситуации, которая складывается в Афганистане в свете начавшегося или, по крайней мере, объявленного вывода войск США и НАТО из этой страны.